В эфире телеканала «Юрган Крик», криминал-комментарий, в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Недетские аварии. В Коми выясняют обстоятельства 2 дорожных трагедий с участием детей. Зона пыток. Начальник колонии под Ухтой и его подчиненные перевоспитывали осужденных с помощью насилия. И горная болезнь. Несколько подпольных казино открыл предприниматель из Кирова, затем ударился в бега. Липовое ДТП. Сыктывкарский водитель спровоцировал аварию, а затем выдал старые неисправности авто за новые. Внимание, дети! Как обезопасить малышей при пересечении проезжей части? В Сыктывкаре под колесами внедорожника погибла 3-годовалая девочка. ДТП случилось 28 января на перекрестке улиц Димитрова и Морозова. Пострадавшую пытались экстренно госпитализировать, но добраться до детской больницы реанимобиль не успел. Малышка скончалась на руках у врачей. В другой аварии в Карткировском районе лишь чудо помогло выжить годовалому грудничку. Репортаж Натальи Литкевич. Перекресток улиц Димитрова и Морозова. 8 часов вечера. Мама с дочкой шли из магазина домой. Девочка ехала на санках. Загорелся красный, женщина остановилась. Мама с пострадавшим ребенком двигались по также улице Морозова, направлялись мимо указанного пешеходного перехода. Девочка находилась на санках, но в определенный момент она прыгнула и неожиданно для мамы побежала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель внедорожника уверяла, что перебегающую дорогу девочку она заметила в последний момент всего лишь в метре от автомобиля. Вывернула руль влево, но избежать наезда не смогла. По факту ДТП сейчас проводится проверка. В детский сад, где воспитывалась девочка, ГИБДД написала представление. В ближайшее время дошкольное учреждение посетит специальная комиссия и проверит, как педагоги проводят занятия по правилам дорожного движения. А это страшные последствия другой аварии, которая произошла 26 января в Карткировском районе. Лада Приора, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск, на 99-м километре автодороги при выполнении маневра обгона движущийся впереди автомашины не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. Кузов автомобиля превратился в груду искореженного железа. Водители «Лады» и 2 пассажира, в том числе годовалая девочка, которая в момент столкновения находилась в автолюльке на переднем сидении, получили различные травмы. Инспекторы уверены, именно пристегнутые ремни безопасности помогли участникам ДТП остаться в живых. Спустя 2 дня неудачный обгон, а затем и занос стали причиной еще одной аварии на федеральной трассе Вятка в Сыктывдинском районе. Ты тормози! Водитель женщина 1986 года рождения, управляя автомашиной «Черри», двигаясь по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны города Кирова на 744-м километре данной автодороги при выполнении маневра «Обгон» не справилась с рулевым управлением, в результате чего совершила столкновение с автомашиной Volkswagen. После чего автомашина Volkswagen совершила касательное столкновение с автопоездом. Предполагаемую виновницу аварии, а также пассажирку «Фольксвагена» с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами доставили в больницу. В ДТП пострадал и водитель легковой машины, но от госпитализации мужчина отказался. В колонию строгого режима отправится за пособничество в организации и проведении азартных игр житель Кирова, 28-летний Антон Варанкин. По версии силовиков, молодой человек помог своему дяде Александру Иванцову наладить в Усинске подпольный игорный клуб. Примечательно, что сам родственник за 3 месяца до этого уже выслушал приговор, причем за аналогичное преступление – организацию нелегальной игры на автоматах. Сейчас он в розыске. Репортаж Эдуарда Бушуева. В мае 2016 года усинские борцы с экономическими преступлениями накрыли очередной подпольный игорный клуб на улице Парковой. Оперативники изъяли 18 компьютеров со специальной интернет-игрой, очень похожей на хорошо всем известных одноруких бандитов. Полицейские выяснили, что за всей этой подпольной деятельностью стоит 38-летний житель Кирова Александр Иванцов. Пытаясь избежать уголовной ответственности, владелец мини-казино решил откупиться от стражи порядка, передал ему в машине 50 тысяч рублей. В мае данная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а оборудование было изъято. Сотруднику полиции, в производстве которого находился материал проверки по факту незаконной деятельности, фигурант передал в качестве взятки денежное вознаграждение за общее покровительство и непроведение дальнейших проверок. После передачи денег злоумышленник был задержан на месте преступления.
В итоге Иванцов согласился на особый порядок судопроизводства. В июле 2016-го по решению Усинской Фемиды за незаконную организацию проведения азартных игр и дачи взятки ему назначили штраф в 750 тысяч рублей. Впрочем, уроком для мужчины это не стало. Держите! Полиция! Осенью он организовал такой же клуб уже у себя на родине. Полицейские Кирова также пресекли его деятельность, а мировой судья вынес приговор, тоже в виде штрафа. Но и этого оказалось мало. В октябре Иванцов устроил очередное игорное заведение в Усинске, причем в том же помещении интернет-кафе по улице Парковой. В бизнес привлек и своего племянника Антона Варанкина, который, по сути, занимался управлением клуба и подбором персонала. Мини-казино пряталось за легальной вывеской торговли на фондовой бирже некими опционами. К тому же фирма, которая арендовала помещение под него, была зарегистрирована на подставное лицо. Оформил организацию вообще на некую женщину, сказал, что ты будешь директором от этой женщины, будешь директором компьютерного клуба, тут все законно. Будешь всем рулить. Он на что рассчитывал, то что если клуб закроют и придут сотрудники полиции, поскольку она директор, соответственно, она будет виновата и отвечать за все. И мы-то изначально, в принципе, так и считали. Но в ходе следствия мы установили, что она-то не причастна, она говорит, я была введена в заблуждение. Фактически организаторы, дядя и его племянник, были объявлены в федеральный розыск. Антона Варанкина летом прошлого года задержали в Кирове, а затем доставили в Усинск. С учетом прежней судимости его приговорили к 7 месяцам колонии строгого режима. Александр Иванцов, которому тоже светит неминуемый срок за решеткой, до сих пор в бегах. Близится к завершению расследование уголовного дела в отношении жителя Сыктывкара, которого подозревают в мошенничестве. По версии силовиков, в 2016-м мужчина при довольно странных обстоятельствах попал в ДТП. Повреждения машины были минимальные. Но при обращении в страховую компанию за возмещением убытков автовладелец решил выдать старые неисправности за новые. Позже о своем желании обогатиться серьезно пожалел. Антон Булаев подробнее. Это видео с камеры уличного наблюдения в центре – одна из улик по уголовному делу. На записи видно, два автомобиля едут по перекрестку с круговым движением. Белая машина включает сигнал правого поворота и останавливается. Жмет по тормозам и водитель соседнего внедорожника. После непродолжительной заминки Mazda трогается с места и пытается завершить маневр. Но движение начинает и Нива «Шевроле». Девушка, которая являлась собственником автомобиля, с кем произошло ДТП, она пояснила, что, совершая маневры по кольцевому движению города Сыктывкара, убедилась в том, что ее пропускает автомобиль Нива «Шевроле», водителем которого является наш подозреваемый, после чего начала движение. Однако, как полагает сама водитель автомобиля, водитель Нива «Шевроле» ввел ее в заблуждение, сделав вид, что пропускает ее, после чего начал движение. Виновником ДТП признали девушку-водителя, которая, двигаясь по кольцу, по правилам должна была пропустить внедорожник справа. Владелец Нивы обратился в страховую компанию за выплатой по полису ОСАГО уже через 2 дня. При проверке страховщики установили, что 2 года назад эта машина уже попадала в аналогичное ДТП. Причем повреждения в обоих случаях были идентичны. В связи с ограниченными сроками рассмотрения заявления по ОСАГО в течение 20 дней, страховая компания приняла решение об оплате страхового возмещения, но, соответственно, следственные мероприятия по проверке факта того, что данные повреждения к ДТП не относятся, продолжились. В ходе углубленной проверки были получены данные от другой страховой компании о том, что в 2014 году по данному автомобилю и этим же повреждениям клиент обращался к ним и получал страховое возмещение. В итоге владелец внедорожника успел получить страховую выплату в размере 30 тысяч рублей. Сумма компенсированного ущерба показалась ему недостаточной, и мужчина обратился в суд с просьбой увеличить ее до 50 тысяч. По требованию ответчика в ходе процесса были назначены автотехническая и трассологическая экспертизы, которые установили, что все повреждения автомобиль получил в старой аварии. Мы видим здесь фотографии 2014 года. Обращаю ваше внимание на повреждение, которое было получено при заявлении от 2014 года. Лакокрасочное покрытие с характерными повреждениями на капоте автомобиля Chevrolet Niva. И здесь же мы видим фотографии, сделанные в 2016 году с аналогичными повреждениями. Даже невооруженным взглядом, не будучи экспертом, можно сделать вывод о том, что эти повреждения идентичны. Выиграв суд, страховая компания обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества в отношении водителя внедорожника возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал и даже вернул полученные ранее 30 тысяч рублей.
Скоро фигуранту предстоит предстать перед судом. Такая же перспектива ждет еще нескольких аферистов. На сегодняшний день страховые компании и правоохранительные органы активно противодействуют мошенничеству. Результат этой работы – новые уголовные дела. С целью улучшения этой работы 11 января текущего года была также создана и уже функционирует региональная рабочая группа по противодействию страховому мошенничеству. Группа состоит из специалистов страховых компаний, представленных в нашем регионе. Теперь каждая сомнительная авария будет проверяться представителями рабочей группы. Страховщики уверены, после этого число желающих поживиться за чужой счет должно сократиться в разы. Ухтинский суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику исправительной колонии номер 19 в поселке Бельгоп Юрию Амосову и 3 его подчиненным. Экс-руководителю вменили 10 преступлений: растрату имущества, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, совершение насильственных действий сексуального характера. Подробности этого резонансного дела в репортаже Константина Куратова. Это уголовное дело началось с проверки финансовой деятельности исправительного учреждения в Бельгопе, которое выявило присвоение начальникам 54 тысяч целковых, за проданный с территории колонии с лета 2014 года по конец 2015 металлолом. В ходе расследования выявились и другие нелицеприятные факты. Если кратко, речь идет о незаконном применении физической силы к осужденным, а также совершении иных действий насильственного характера с применением предметов сексуального характера, а также в укрывательстве совершенных преступлений на территории исправительной колонии. Присвоенные деньги в ходе предварительного следствия экс-начальник вернул, а вот вину в более тяжких преступлениях – избиении резиновой дубинкой в декабре 2014 года осужденного, который совершил дисциплинарный проступок, категорически отрицал. Заверял, что за пределы рамок, установленных законом, не выходил. Однако показания сотрудников и сидельцев и собранные оперативниками данные говорили об обратном. В ходе расследования совместно с оперативными сотрудниками ФСБ были проведены ряд определенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установилось, что на территории исправительной колонии данный начальник совместно с оперативными сотрудниками и начальником оперативных служб применяли необоснованно физическую силу в отношении осужденных. В итоге Ухтинский городской суд назначил бывшему руководителю колонии 9,5 лет реального лишения свободы. Его подельники, как люди подневольные, остались на свободе. Начальник оперативной службы Кабибулаев получил 3 года, а его подчиненные Аликберов и Попов – год условно. К слову, этот приговор в отношении Юрия Амосова не единственный. Экс-начальнику, который в целом был у руководства на хорошем счету, придется выслушать судебный вердикт еще дважды. Уже в ходе судебных слушаний выявились еще факты нанесения им побоев осужденным. К тому же оперативные сотрудники ФСБ выявили и другие факты хищения вверенных ему денежных средств. А теперь вернемся к теме, которая была в начале программы – детский травматизм на дороге. Какие типичные ошибки совершают родители и как добиться того, чтобы ребенок никогда не оказался под колесами машины, в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. Зимой родители предпочитают перевозить детей на санках, ватрушках, снегокатах. Многие не догадываются, что такой вид передвижения очень опасен. Длинные веревки не позволяют в полной мере управлять санками. Более того, родитель часто не видит ребенка, который едет сзади, и не может быстро среагировать на чрезвычайную ситуацию. Постарайтесь избавиться от веревочки на санках, приделав к ним крепкую и устойчивую ручку, как у коляски, чтобы при перевозке малыша он постоянно был перед глазами. Это важно не только при переходе дороги, но и в других местах во время прогулки. При пересечении проезжей части дороги ни в коем случае нельзя вести санки или ватрушки с сидящим в них ребенком. Подойдя к пешеходному переходу, обязательно высадите малыша из санок, возьмите его крепко за руку либо на руки и, убедившись в безопасности своего маневра, начните движение. Безопасность нужна не только возле или на проезжей части. Множество детей попадают под колеса авто во дворах, где, как известно, право пешехода в приоритете. Сидящего на низких санках или ватрушке ребенка водители могут просто не увидеть. Например, машина сдает назад. Автолюбитель видит в зеркало взрослого человека, а ребенок, которого он тащит, оказывается в слепой зоне. К
сожалению, порой родители беспечны к безопасности детей. Вместе с ними переходят проезжую часть в неположенных местах, забывают или не хотят высаживать малышей из санок. В темное время суток не надевают на детей световозвращающие элементы. Этим подают не просто плохой, а смертельно опасный пример. Родители, не забывайте, безопасность детей – дело прежде всего ваших собственных рук. Программа «Крик. Криминал-комментарий» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте jurgen.rf. Следующий обзор криминальных происшествий в понедельник проведет Эдуард Бушуев. До встречи на телеканале «Юрган».